Представители двух налоговых ведомств Абхазии и России в Сухумском аэропорту. Так началось утро четверга. Страна принимает делегацию российской ФНС. А далее важная встреча у президента. Глава государства отметил, что для Абхазии имеет особое значение взаимодействие между Федеральной налоговой службой России и Министерством по налогам и сборам Абхазии. И очень надеемся, что это взаимодействие будет только наращиваться. Благодарю вас за ту поддержку, которую вы оказываете своим абхазским коллегам. Мы очень часто говорим о том, что Абхазии нужны прорывные собственные решения для пополнения доходной части бюджета. Как раз таки тот опыт, которым обладает Российская Федерация, может являться базовой частью этого прорывного решения. Мы знаем, что и налоговая служба Российской Федерации является одной из самых лучших, передовых в мире. Именно методика, инструментарий, применяемый в рамках вашей деятельности, дает наиболее эффективный результат для того, чтобы и бюджетная система была стабильной, и показатели экономики динамично росли. Конечно же, для нас очень важно, чтобы тот опыт, наработанный уже в Российской Федерации, применялся на территории Республики Абхазия. Мы всецело поддерживаем эти контакты и уверены в том, что это будет способствовать еще большему сближению и экономик наших стран, и подходов к решениям тех сложных задач, которые и перед Российской Федерацией, перед Республикой Абхазия. Так что есть огромный пласт работы, где мы могли бы быть полезны друг другу. Совместные проекты, запланированные в начале года, реализуются в установленные сроки, сообщил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров. В республике уже началась установка онлайн-касс, и это только первый этап, отметил он. Это очень серьезный такой, я бы даже сказал, вызов для наших команд, для того, чтобы его сделать и, с одной стороны, обеспечить справедливость налогообложения, а с другой стороны, сделать удобно, комфортно для налогоплательщиков, для того, чтобы вся система была запущена и работала четко. Более того, плюсы от этой системы кроются далеко не только в налоговых доходах, но и также в лучшем понимании экономики страны. Мы это уже увидели на своем опыте, и для нас, конечно, важно передать то, что мы уже знаем, но мы прекрасно видим, что коллеги адаптируют так, как считают необходимым этого реализацию у вас в стране, и это делает эту технологию еще лучше. И пройдет время, и мы уже будем учиться на вашем опыте. Соответственно, так как ваши технологии уже более адаптивные, более развитые, которые здесь применяются, чем то, когда мы уже лет 10 назад внедряли свою. Более того, на кассах проект не заканчивается, идет отдельный, также сложный проект. Это серьезная нагрузка на плечи службы, потому что коллеги реализуют сразу и кассовую технику, и систему автоматизированного контроля за налогом на добавленную стоимость. Внедрение контрольно-кассовой техники – новый этап развития системы налогообложения, отметил премьер-министр страны Владимир Делба. Глава правительства назвал АСК НДС лучшей современной практикой и добавил, что ее необходимо полностью изучить и внедрить на всей территории республики. А система, которая предложена АСК НДС, мы об этом и в прошлый раз говорим, и часто об этом на рабочих совещаниях упоминаем. Это лучшая практика сегодня, которая, безусловно, должна быть полностью изучена и внедрена на территории республики. Мы рассчитываем на то, что после активного внедрения, как вы совершенно правильно подчеркнули, очень эластично мы к этому, очень внимательно мы к этому подходим, потому что полностью покрыть налогоплательщиков это невозможно будет. У нас есть свои особенности, свои виды деятельности, малый, средний бизнес, у нас несколько режимов налогообложения. И после того, как будут введены эти механизмы, мы получим, очень на это рассчитываем, получим эффект и по увеличению доходов налоговых в бюджетную систему, безусловно. Это одна сторона вопроса. И с другой стороны, как понимание экономики, конечно, начнется обеление ее как таковой. Вывод из тени тех оборотов, которые сегодня, откровенно говоря, наблюдаются.
Министр по налогам и сборам Абхазии Эдгар Бения также подчеркнул важность совместной работы с российскими коллегами. Он поблагодарил руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова за высокую оценку деятельности коллектива министерства и отметил, что ведомство нацелено на максимально плодотворное сотрудничество. По его словам, принимаемые меры являются своевременными. Со своей стороны хочу сказать, что действительно очень своевременные решения принимаются в рамках реализации соглашения. И, с одной стороны, которые должны обеспечить полный учет, естественно, оборотов налично-денежного обращения, контроля за налогом на добавленную стоимость. Ну и также все это должно в конечном итоге привести на сокращение административной нагрузки на бизнес и, соответственно, упрощение процедур взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками, направленные на прозрачность и на поощрение добросовестных налогоплательщиков и контроль там, где он необходим. Большое спасибо хочу сказать нашим коллегам из России, которые в рамках нашего взаимодействия порой выходят за, скажем так, рамки деловых бесед и взаимной поддержки. Ну, настолько тесно сотрудничаем, что сформировались уже добрые, дружеские и замечательные взаимоотношения. Итог. Делегация ФНС Российской Федерации в Сухуми. Совместные проекты идут по графику. В республике уже начали устанавливать онлайн-кассы, а внедрение АСК НДС объявлено приоритетом. Работа продолжается. Впереди ждет масштабная цифровизация налоговой системы и новые возможности для бизнеса. Гугу Цавардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.